В год столетия якутской автономии республика отмечает еще одно знаковое событие – 55-летие газификации Якутии. Более полувека назад в суровых условиях среди тайги был построен на вечной мерзлоте магистральный газопровод, и началась газификация первых объектов столиц региона. За эти годы произошел качественный рывок в газификации населенных пунктов по всей республике. Весной этого года состоялось историческое для газовой промышленности мероприятие. Был дан старт третьей нитки магистрального газопровода Кызыл-Сыр 84 километр. Реализация данного проекта позволит кратно повысить надежность энергосистемы и газоснабжения всей Якутии, обеспечит бесперебойным газоснабжением населения и предприятий центральных и заречных районов республики, в том числе столицы региона. Тысячи жителей Якутии смогут провести газ в свои дома, а предприятия получат возможность существенно увеличить производственные мощности. Общая сумма строительства газопровода составляет 5,4 миллиардов рублей с софинансированием из федерального бюджета в размере 2,8 миллиардов, а также более 1 миллиарда выделено из госбюджета республики и средств инвестиционной программы Сахатранснефтегаза. Сейчас Якутия активно включилась в реализацию программы социальной газификации. Проект подразумевает строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков граждан без привлечения их средств. При этом в пределах земель собственников операторы сами проводят строительно-монтажные работы, протягивание газовых сетей до дома, установку котла, плиты, счетчика. Но приобрести все необходимое для подключения нужно будет самому домовладельцу. Мы отработали еще в конце прошлого года, в начале этого года работали для того, чтобы в каждом муниципальном образовании, где реализуется программа социальной газификации, человек знал, где, в каком количестве, по какой цене, в сумме ему обойдется газификация своего домовладения. То есть он знал, что придет в магазин, и там есть счетчик, там есть котел, там есть трубы необходимые, там есть батареи, что он свой дом газифицировать может. В прошлом году в рамках программы газ был введен в 300 домах. В текущем году по плану предполагалось строительство более 2000 газопроводов-вводов. Однако на сегодня план перевыполнен. Уже построено 2400 вводов. Это 122% от изначального плана. Также правительством Якутии в целях поддержки граждан выделяются субсидии. Не у всех есть возможности, да, сумма до 150 тысяч где-то рублей у нас получается, эти средства изыскать. Есть граждане, у которых доходы, например, ограничены. Соответственно, более 70 миллионов по линии Министерства труда предусмотрено, чтобы такие семьи могли получить 150 тысяч рублей на газификацию их домовладения. Котел, счетчик, даже блок бесперебойного питания с учетом опыта, который на зимнее время был, трубы, батареи, то есть на эти средства можно приобрести. Причем сейчас мы отрабатываем, соответствующие поручения есть, в том числе по участникам специальной военной операции, чтобы этих ветеранов тоже поддержка у нас такая в республике правильная была. Граждане могут подать заявки на догазификацию через портал госуслуг, сайт единого оператора газификации «Газпром газификации», сайт Сахатранснефтегаз или через их офисы. Социальная газификация активно проходит в горном районе. Уже более 100 семей получили субсидию. Одной из первых в микрорайоне Эбе к газовому отоплению подключилась Татьяна Вакумова. Мне дали субсидию больше 117 тысяч рублей. Поэтому я думаю, это самое верное, что газ подводит таким пожилым людям, как я. Я очень рада, что ко мне в дом подвели газ, потому что здесь бывает холодно летом. Поэтому сейчас будет хорошо. И летом, и зимой буду подключать, в смысле, будет тепло и светло. Я очень рада. Для реализации проекта в селе Бердыгестях выделено 12 миллионов рублей. Подача голубого топлива осуществляется в микрорайонах ПМК, ДРСУ, Алынах, Центр. Тем временем в Ленске 150 семей этой зимой смогут сэкономить на тепле. До конца года к их участкам бесплатно проведут газопровод по программе социальной газификации. За строительно-монтажные работы внутри частной территории, котлы и счетчики платит владелец. Ленчане готовы. Некоторые ждали этого момента 7 лет. Мы радуемся, что нам уже трубы привезли. Это значит надежда, что у нас газ будет. И мы очень довольны. У нас 4 машины только дров уходит за зиму.
Еще пока ничего не привели, потому что нам пообещали, когда только придет другая бригада, они подойдут и все прекрасно разъяснят нам, где купить. У них же в этом купим все, что нужно для газа. Убедиться в том, что газификация Ленского района идет по плану, приехал Максим Терещенко, глава якутского Минпрома. Увиденное министра не расстроило. Рабочие копают траншеи и варят трубы. Необходимое для подключения газа оборудование тоже есть. Работы по газификации ведутся. Обратились к жителям, конкретно подошли к дому, те подтвердили, что они значение понимают, где купить знают, показали на мастера, говорят, вот этого мастера мы знаем, с ним мы работаем. Вот это, наверное, правильная работа, что знает и сотрудника муниципалитета, и сотрудника компании, и в какие сроки к ним придет газ. Село Бютейдах Мегинакангаласского района будет полностью газифицировано. Состоялось торжественное зажжение факела по случаю завершения второго этапа строительства внутрипоселковых газовых сетей. В церемонии участвовали министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и глава Якутии С. Николаев. Бютейдах – первый наследник Мегинакангаласского улуса, который в свое время начал участвовать в программе социальной газификации. И сегодня уже газифицировано 150 домов. К 220 земельным участкам села подведены газопроводы в воды. Таким образом, созданы все условия для полной газификации Бютейдаха. Напомним, что впервые газ был запущен в дома и объекты села Бютейдах в 2019 году. Российская Федерация поручила обеспечить социальную газификацию, то есть бесплатное доведение газа до границ земельных участков. Каждый гражданин России, проживающий в газифицированном поселке, должен иметь возможность использовать экологически чистое топливо по доступной цене. В Республике Саха-Якутия организовано конструктивное взаимодействие предприятий единого оператора газификации, регионального оператора газификации по вопросам финансирования, создания технической возможности и выполнения работ по газификации. Сегодня мы запускаем в работу вторую очередь газопровода, который создает возможность практически удвоения подключения домовладений к газу. Для жителей села Бютейдах это праздник, это радостное событие. В этом году жители микрорайона Тускул обратились к первому заместителю председателя правительства Кириллу Бучкову с просьбой о пересмотре сроков газификации в их территории. Жильцам перспективного района приходится использовать свои дома лишь как дачи в летнее время, так как круглогодично проживать без отопления здесь невозможно. Первый зампред пообещал разобраться с существующей проблемой и лично приехал в микрорайон, чтобы вместе с жильцами поставить задачу перед региональным оператором социальной газификации. Для того, чтобы газифицировать микрорайон, необходимо протянуть чуть более 2,5 километров газовых сетей. Если затруднений не будет, то мы к концу следующего года выйдем с проектом уже из госэкспертизы, и можно будет начать строительство. После того, как будет построен этот участок, соответственно, будет уже вторым этапом проводиться газификация. Поэтому я думаю, что газификация этого населенного пункта, это где-то так реалистично будет 24-25 год. Изначально она стояла на 28-й, но мы посмотрели, что на 3 года, даже может на 4, кому-то удастся начать газифицировать. Самое главное для жильцов, чтобы к началу газификации дома были оформлены по всем правилам. Тогда газ к нему будет подведен за счет средств бюджета. Региональный оператор социальной газификации в Якутии уже начал подготовительные работы на участке. Уже рассчитана примерная стоимость распределительных сетей, согласно количеству поступивших заявок. И правительство, и газовики уверены, как только работы по строительству газовых сетей начнутся, желающих строиться на территории Тускул будет в разы больше. Порядка 1,5 миллиарда рублей, да, уже предусмотрено для решения газификации всех потребителей республики, да, и в этом году нам предстоят, как региональному оператору газификации, очень большое количество работ. Да, вы все видите, что в районе Покровского тракта началось устранение многолетней проблемы, да, отсутствия пропускной способности, так называемого дефицита, да, и во многих других районах города у нас начаты работы.
11-й Петербургский международный газовый форум в этом году прошел с 13 по 16 сентября. Это одно из важнейших событий промышленной отрасли для всей России. Развитие производства сжиженного природного газа – важная тема для Якутии. СПГ в республике становится альтернативным способом газификации. Так, в 30 населенных пунктах должны провести газ до 2030 года. При этом в села, удаленные от газопроводов. Задача непростая, но выполнимая. Для активного продвижения голубого топлива нужна автономная газификация с помощью СПГ, отметил глава Якутии. Когда газ поступает в дома и предприятия не с магистрального газопровода, а с независимого хранилища. В Якутии есть ряд факторов, которые очень помогают и будут помогать именно газификации через сжиженный газ, автономной газификации. И они сегодня есть только у нас. У нас огромные запасы, подтвержденные запасы свыше 3 триллионов. Добыча газа сейчас мы где-то выходим на 20 миллиардов кубов в год. Кроме газификации, которую сейчас «Газпром» будет делать вдоль Силы Сибири, нам, конечно, надо уже активнее заниматься СПГ. На рынке сжиженного природного газа Якутия делает большие и уверенные шаги. Так, в республике еще с 2016 года действует производство сжиженного газа мощностью 12 тысяч тонн, которое питает 8 ЖД-станций и одну котельную города Алдан. А в этом году там же начал работу цех по производству танк-контейнеров для перевозки и хранения СПГ. Один из первых в России. Действует и пилотный проект по переводу сельской котельной на сжиженный газ в селе Качекацы. Пилотный проект в Качекаце, который в этом году у нас уже на выходе находится, мы его будем просто мультиплицировать на другие населенные пункты. Таким образом, уже оправдавшее на практике решение будет, по сути, применяться во многих населенных пунктах, где эффективнее переводить на газ. А таких населенных пунктов у нас очень много. Центральная Якутия, арктические районы, где многие котельные не просто потребляют уголь, но и сырую нефть для отоплений. Безусловно, СПГ – это и про экологию, и про экономию. Между тем, на полях газового форума состоялся финиш автопробега «Газ в моторы-2022». КАМАЗы шли из Владивостока в Петербург 1,5 месяца. В Якутии была также организована отдельная ветка автопробега по маршруту Нерюнгри-Ленск, куда к колонне КАМАЗов присоединились еще несколько автомобилей. Самый протяженный в отечественной истории автопробег газомоторной техники завершен. Всего за 46 дней эти махины преодолели 25 субъектов России, оставили позади 10 тысяч километров и добрались из Владивостока до северной столицы. Отдельная ветка в Якутии посвящена столетию нашей республики. 18 транспортных средств на всех видах газового топлива проехали более 2500 километров якутских дорог. Сейчас мы использовали все 3 вида газового топлива, которые популярны, которые мы развиваем у нас в республике. Это метан, это пропан-бутан и сжиженный природный газ. Кстати, у нас уже по просторам нашей республики 50 КАМАЗов ездят на СПГ. Автопробег показал высокую эффективность использования СПГ на протяженных маршрутах, а также его экологичность. Использование природного газа позволяет снизить содержание в выхлопе углекислого газа на 25%, а угарного газа на 75%. При этом благодаря низкой цене обеспечивается значительная экономия. Газ – это в 10 раз по разным показателям снижение воздействия на среду. Поэтому думаю, что многие для себя правильно воспримут, и граждане посмотрят экономию по бензину при переходе на газ, ну и по транспортному, например, налогу. Компании увидят для себя такой же потенциал. И все вместе мы получим хороший, серьезный экономический и экологический эффект. Таким образом, развитие газовой отрасли в Якутии проходит стремительными темпами. Совместными усилиями газовых компаний, работающих на территории региона, и правительства республики будет заметное улучшение качества жизни населения.